всех святых принято поминать усопших. Каждый год 1 ноября словенцы отправляются на кладбище. Обязательно приходят и сюда, на место, где установлены мемориальные доски в память партизан, защищавших эту землю от фашизма. Славянские фамилии здесь чередуются с русскими. Петр Борисов – один из бойцов русского батальона. Так в Словении называли подразделение партизанского 9-го корпуса, в котором сражались граждане Советского Союза. Кто были эти люди? И как они попали сюда почти за 3000 километров от родных мест? Войска гитлеровской коалиции в апреле 1941 года оккупировали Словению. Отныне словенцы, как нация, должны были прекратить свое существование. Им назначался 10-летний испытательный срок, после которого они должны были стать немцами. Но гордые словенцы не захотели терять свой язык и свою землю. Политические расхождения отступают на второй план. Коммунисты, националисты, христианские социалисты по двое-трое покидают города и объединяются в партизанские отряды. Фашисты видят растущее сопротивление и отвечают на него террором. Всех, кого подозревают в сотрудничестве с партизанами, отправляют в лагеря. Любляну, словно огромный лагерный барак, окружают кольцом колючей проволоки. На стенах домов расклеиваются объявления оккупационных властей, где в конце каждого параграфа предупреждение: нарушение карается расстрелом. Вскоре появляются и списки расстрелянных патриотов. Однако запугать словенцев не удалось, а когда они узнали о победе Красной Армии под Москвой, в партизаны начали уходить целыми семьями. Теперь в Народно-освободительной партизанской армии сражалось более 60 тысяч бойцов. Советские люди, не по своей воле оказавшиеся вдали от родины, без знания языка и местности, искали любые контакты с движением сопротивления, любую возможность вновь биться с врагом. Словенцы помогали советским людям всем, чем могли. Бежавших из неволи нужно было накормить и одеть. Провести в партизанский отряд по незнакомой для них территории оккупированной страны так, чтобы обойти немецкие блокпосты и дома сочувствующих фашистам. Часто проводниками были дети, они вызывали меньше подозрений. Они уходили в партизаны добровольно, чтобы бороться очень далеко от своей родины. Все они становились для нас образцом антифашистского поведения и вообще показывали нам, как надо воевать. Они практически, воевали с нами плечом к плечу. Эти люди не щадили себя. И все они хотели показать храбрость. Причем такую настоящую храбрость на деле, а не на словах. К январю 1944 года во множестве партизанских отрядов, действующих в Славянских горах, воюет уже около 1000 советских людей. И партизанское командование создает батальон, состоящий из граждан Советского Союза. В его рядах сражались представители многих народов нашей страны. Там были туркмены, азербайджанцы, другие кавказские народы. И, конечно, русские. Они в Приморье создали особую часть, которую мы называли «Русский батальон». 400 бойцов вошли во 2-й батальон партизанского 9-го корпуса, который назвали русским. Командиром батальона был назначен Анатолий Игнатьевич Дьяченко. Выбор на него пал не случайно. В начале войны Дьяченко был оставлен на оккупированной Украине для ведения боевых действий в тылу вермахта. Воевал в лесах под Харьковом. А дальше его судьба складывалась так же, как и судьба большинства бойцов батальона. Был тяжело ранен, попал в плен, из лагеря бежал.
Первый бой, в котором участвовал этот батальон, произошел 25 октября 1943 года во время вражеского нападения на партизанскую республику Кабарит. Тогда такая была. Бой длился 3 дня и 3 ночи. В том бою враг вынужден был отступить. Лобовые столкновения с врагом чередовались с классическими партизанскими операциями, в проведении которых Дьяченко и его люди зарекомендовали себя среди партизан большими мастерами. С одной стороны, это были такие быстрые атаки на укрепленные базы противника. То есть надо разбить бункеры или какие-то укрепленные строения. Второе направление – это было уничтожение коммуникаций, прежде всего железных дорог. Враг русскому батальону противостоял серьезный. 24-я горная дивизия СС и сформированная на Украине дивизия СС «Галичина» специализировались на борьбе с партизанами и отличались чрезвычайно жестоким поведением на поле боя и в тылу. Против СС в первую очередь и бросали русский батальон. Это был своего рода штурмовой батальон. И эти люди всегда по собственному желанию добровольно вызывались участвовать в каждой операции, которая предполагала именно атаковать немцев. И югославская армия Тито, и американцы, англичане, которые были Югославская армия Тита, и американцы, и англичане, которые были с Тита на Балканах, посылали русский батальон первым в бой, как людей, которые могут решительно действовать, и, к сожалению, первыми должны умереть. Действовать, и, к сожалению, первый потом умереть. Синий Врх, продуваемая всеми ветрами гора, голые камни, почти никакой растительности. Здесь, на крохотном плацдарме, площадью всего 6 квадратных километров, гитлеровцам удалось окружить большую группу партизан. Ситуация казалась безвыходной. Нас окружили немцы, и 14 дней штаб 9-го корпуса не мог вырваться из этого окружения. Припасов почти не осталось. Я вспоминаю, как отец с помощью линзы из фонаря пек на солнце картошку. И все, вот я помню, как все ждали, что придет русский батальон и нас спасет. В тот момент батальон проводил операцию на другом участке фронта, и его бойцам пришлось маршем идти издалека, но они успели. Пришли и спасли. В каждом бою, большом или малом, бойцы русского батальона проявляли настоящий героизм. Благодаря своей целеустремленности, воле к победе и готовности к самопожертвованию, они становились моральным авторитетом для местного населения, поднимали его боевой дух и вдохновляли на бескомпромиссную борьбу с оккупантами. Это были бойцы. Они пришли с фронта, а мы были крестьяне. Советским партизанам нередко приходилось спасать людей ценой собственной жизни. В небольшом городке Медана на памятнике местным жителям, погибшим в годы войны, 2 русских имени – Павел Крылов и Михаил Шелковский. Конрад Сирк, в то время как большинство славянских мальчишек, был участником фронта освобождения. Задания приходилось выполнять разные. В основном нужно было носить партизанам еду. В отряде он подружился с Павлом и Михаилом, и они стали приходить в гости в их дом в селе Койско. Они время от времени, довольно часто, появлялись у нас в селе ночью. Ночевали и потом уходили куда-то дальше. У нас была большая семья. Там со мной жили и сестры мои. И Ниша, и Павел, когда не было немцев, играли нам на гармошке. Пели песни. Но мирные минуты на войне не бывают долгими. Однажды вечером в село ворвался отряд карателей. Поблизости от Койска убили гитлеровского офицера.
и немцы вывели всех жителей этой деревни, 19 человек, и сказали, что они их немедленно расстреляют, если они им не расскажут, кто этого офицера убил. А русские, они просто прятались за одним из домов. Они, когда это услышали, то вышли и сказали, что никто ни в чем не виноват, что этого немца убили они. Павел и Михаил не участвовали в операции по устранению гитлеровца, но взяли вину на себя. Ценой своих жизней спасли от гибели 20 местных жителей. Русских любили. И не только за храбрость и боевой характер. У наших народов много общего. Далеко не ко всем иностранцам в Словении так относятся. И движение сопротивления, конечно, это отношение поддерживало. С другой стороны, Россию всегда считали защитницей славян, которая в конце концов всех спасет. И в Словении распространена поговорка «Нас и русских 200 миллионов». Русские и словенцы легко находили общий язык. Да и ночи зимой в горах долгие, и разговоры допоздна помогали лучше понять друг друга. Мы знали, что в России мало хлеба, что там голодают. Ну и у нас тоже было мало хлеба, и мы тоже голодали. И я как-то им эту мысль стал проводить, а они сказали: «Да ты что, у нас хлеба вот такие буханки». Когда люди голодны, или когда у них есть общая цель, им надо вместе воевать. Они очень быстро понимают друг друга. Но у войны жестокие законы. Сегодня солдат здесь, а завтра там. И где сейчас тот, с кем ты еще вчера грелся у костра, часто не суждено было узнать. Об их судьбе мне ничего не известно. Были тяжелые бои. Русские были на переднем крае, и многие из них погибали. Российское посольство совместно со славянскими местными органами власти, ветеранскими и другими общественными организациями продолжает поисковую работу. Здесь более 50 воинских захоронений, где похоронены наши советские, российские солдаты Первой и Второй мировых войн. Эти захоронения разбросаны по всей территории. Есть захоронения, где один воин покоится, есть два, есть несколько, есть где сотни, есть сотни. А в общей сложности нам удалось, вот, проводя поисковую работу, мы ее продолжаем, установить на сегодняшний день более 3000 фамилий тех, кто здесь погиб, остался на этой земле. О бесстрашии советских людей, не щадивших своей жизни в той великой войне, здесь сложены легенды. В их верности родине и воинскому долгу, глубоком патриотизме и готовности к самопожертвованию кроется один из главных ответов на вопрос: почему победили фашизм? Накануне Дня всех святых над долинами Славянского Приморья разносится колокольный звон. И на могилах и славянских, и советских партизан загораются поминальные свечи. Память не признает границ. Так же, как не знала границы наша общая борьба с фашизмом. Советские люди сражались и погибали на славянской земле ради общей победы. Они навсегда останутся в памяти российского и славянского народов.